Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! С вами снова после долгого перерыва Лезги Хабарар, лезгинские новости. Сегодня в нашей программе. Одной из школ Дербента присвоено имя Сулеймана Стальского. В Баку прошел ежегодный концерт лезгинского ансамбля песни и танца «Сувар». В Москве состоялся показ документального фильма о Гасане Алкадарском. А теперь об этом и многом другом подробнее. Ряд интересных новостей за последнее время пришел из Дербента. Так, 25 декабря в 21-й школе Дербента прошло мероприятие, посвященное присвоению ей имени великого лезгинского поэта Сулеймана Стальского. Поздравить педагогический коллектив и учащихся с этим событием пришли представители местных властей, представители общественности, выпускники школы разных лет. Заместитель главы администрации Дербента Таджадин Султанов поздравил педагогов и школьников с присвоением учебному заведению имени Сулеймана Стальского и пожелал им быть достойными памяти поэта. Также было принято решение о создании в школе музея Сулеймана Стальского при спонсорской поддержке директора предприятия «Дагюкстрой» Гаджи Джабраилова. В середине декабря жители Дербента выбирали человека года 2014, сообщили представители сообщества «Мой Дербент». В опросе, как уверяют организаторы, приняли участие сотни жителей города. Опрос проводился как в интернете, так и непосредственно на улицах Дербента. Наибольшее число голосов и звание «Человек года 2014» в Дербенте получил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе наш земляк Сергей Меликов. Выбор горожан объясняется особым вниманием, которое проявил Меликов к Дербенту в преддверии юбилея. Напомним, что данная акция была проведена сообществом «Мой Дербент». Данный проект за относительно короткое время смог консолидировать активную молодежь самых разных национальностей как из самого Дербента, так и из других регионов России вокруг проблем этого замечательного города-музея. В Дербенте открылся музей истории мировых культур и религий, сообщает «Комсомольская правда». Символично, что его открытие проходит в рамках празднования юбилея Дербента. Обширная экспозиция музея представляет все мировые религии, а также быт и культуру разных народов. Одна из главных задач музея – создание оригинальной коллекции артефактов и документов, посвященных истории конфессиональной культуры и искусству Дербента, Дагестана, России и всего мира, формирование Международного культурного центра конфессиональных культур и научной лаборатории. А сейчас мы хотели бы представить нашу новую рубрику «Актуальный разговор». Мы будем стараться регулярно брать интервью у интересных людей, наших земляков и не только, и показывать наиболее яркие моменты из них в наших новостных эфирах. Сегодня вашему вниманию представляется отрывок из беседы с народным умельцем Германом Мамедяровым, который он дал после презентации своей книги в Московском доме национальностей. Недавно прошла презентация вашей книги «История Салафи» в Московском доме национальностей. Насколько я знаю, мероприятие прошло очень хорошо, в хорошей и дружественной атмосфере. Я хотел бы узнать и ваши впечатления, как все прошло, какие гости были, что вам больше всего запомнилось, немножко об этом, ваше мнение. Спасибо, Гусейн Сухан. Конечно, это то, что мы организовал при поддержке, конечно, Федеральной лезгинской национальной культурной автономии. Хочу выразить им огромную благодарность от автора, от самого автора и от всего даже фийского джамаата. Я могу выразить огромную благодарность Федеральной лезгинской национальной культурной автономии, что мы провели 18 числа в Московском доме национальностей презентацию моей книги «История селения Феи». Презентация прошла, на мой взгляд, на хорошем таком творческом уровне. Люди, которые хотели и желали быть там на этом мероприятии, пришли. Я доволен. Спасибо всем моим землякам, сельчанам и друзьям в Москве. И до института, и до школы, и с детства вообще я увлекался историей, археологией. Мне всегда было интересно, какие были до нас наши предки, как они жили, откуда мы произошли, кто мы такие в этой жизни. И всегда меня это заинтриговали, вот эти вопросы. И у меня была мечта с детства, да, если до той поры, пока у меня будет возможность написать книгу, если моя сельчане не выпустит такую книгу, я это обязательно сделаю. Были разговоры, конечно, еще, когда я маленький был, там кто-то собирает архивные данные, кто-то приезжал там, но остались только этими разговорами, и, к сожалению, до сегодняшнего дня никто это не воплотил в жизнь. И вот года 2-3 назад я уже вплотную начал заняться этой идеей, и ездил я
Азербайджан, ездим почти все города России, где проживают наши фийские граждане, селения Фии, где бы они ни проживали. Есть целый поселок, там примерно под Норильском, которые живут фийцы, которые я не знал до недавнего времени. Оказывается, они половина фийцы с Карабулаха, Агузрайона Азербайджана, половина там с Леникента, как у них тоже есть такое в Арташем районе. И вот я узнал фийцев, что у которых слышали когда-то фамилии, да, и оказывается, не так уж и мало этих фийцев, поэтому мне всегда было интересно, сколько у нас, кто мы такие, где мы находимся, и в конце концов, вот прошло 3 года, что в моих силах, конечно, не все я собрал, это и я знаю, и историки, которые занимаются этой проблематикой, может подтвердить, что история селению, которое более 2000 лет, не может быть отражено в книге 250 страниц. Это, соответственно, просто, вот, как называется, я просто поставил фундамент, да, для будущих поколений, там, лет через 20, 30, 40, 50, естественно, появится какой-то другой патриот, это однозначно, я знаю, появится он в селении Фии. Хотя бы ему будет легче с чего-то начинать это. Просто я рискнул, вот, сделал первый шаг. Как говорят, первый шаг он всегда тяжелый. А в дальнейшем там, конечно, мы будем исправляться, будет, естественно, второе дополненное издание. Как передает официальный сайт издания «Самур», 21 декабря в Азербайджанском государственном театре оперы и балета прошел ставший уже ежегодным концерт лезгинского ансамбля песни и танца «Сувар», известного не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами. Концерт проходил под названием «Посвящение матерям». Ансамбль языком лезгинской души и искусства постарался передать миру послание о таких вечных ценностях, как братство, дружба, понимание, любовь к матери. Концерт украсили песни известных солисток ансамбля Джамили Заловой, Эльвины Гейдаровой, Розы Гаджимурадовой, а также тенора Решада Ибрагимова. Завершился концерт гимном ансамбля «Сувар», написанным его руководителем Седакет Керимовой. Стоит лишь отметить, что, к сожалению, у такого замечательного концерта не нашлось спонсора. Как сообщает пресс-служба Ярославской региональной лезгинской национально-культурной автономии, 18 декабря в Ярославле состоялся ежегодный отчетный концерт детско-юношеского хореографического ансамбля кавказского танца «Ритмы гор». В концерт вошел целый ряд оригинальных хореографических композиций, поставленных талантливым художественным руководителем ансамбля Нариманом Тагировым. За активную общественную деятельность представителей лезгинской автономии Ярославля поздравил советник губернатора области по национальным вопросам Александр Тимченко, начальник отдела по связям с общественностью Сергей Хитров и другие официальные лица. Напомним, что совсем недавно усилиями Ярославской лезгинской автономии было осуществлено издание нового сборника переводов Сулеймана Стальского с последующими презентациями в Ярославле и Москве. Мы также хотели бы выразить огромную благодарность ярославским лезгинам, в особенности руководителю организации Васифу Гасанову, за его огромный вклад в лезгинскую общественную жизнь и поддержку национально-культурных проектов. В этот же день, 18 декабря, в Постпредстве Дагестана при президенте России в Москве прошла презентация нового документального фильма о выдающемся ученом, поэте, правоведе и просветителе Дагестана XIX – начала XX века Гасане Алкадарском. Мероприятие было организовано Федеральной лезгинской национально-культурной автономией и Постпредством Дагестана. На нем выступили видные ученые общественные деятели, среди них академик, директор Института философии РАН Абдусалам Гусейнов, являющийся внучатым племянником Алкадарского. Также к пришедшим обратились авторы фильма Ахмад Макаров, Ильяс Богатырев, для которых этот фильм уже стал 11-м в цикле «Мусульмане, которыми гордится Россия». Напомним, что главным инициатором создания данного кинодокументального цикла стал Фонд поддержки исламской науки, культуры и образования. Переходим к новостям спорта. С 16 по 18 декабря в Лезгинском драматическом театре имени Сулеймана Стальского города Дербента проходило первенство Республики Дагестан по армспорту среди юношей 1994-2001 годов рождения. В упорной борьбе призовые места завоевали 9 рукоборцев сборной муниципального района Сулейман-Стальский район. Воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Самур» Магарамхюрского района Асали Абдулгашумов в составе молодежной сборной России
стал победителем первенства Европы по тяжелой атлетике среди молодежи 20-23 лет, проходившего на Кипре с 20 по 29 ноября. В сумме двоеборья, выступая среди атлетов весовой категории до 62 килограммов, Абдулгашумов набрал 281 килограмм. Этот результат позволил воспитаннику тренера Халила Мирзоева стать обладателем золотой медали и опередить запасом представителей Румынии и Италии. Асали стал единственным из дагестанцев в составе российской команды на этих соревнованиях. Путевку на Кипр он завоевал, выступив успешно в апреле этого года на первенстве России во Владикавказе. 18 декабря в легкоатлетическом манеже в Новочебоксарске завершился 10-й юбилейный всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Героя России генерал-лейтенанта Николая Гаврилова, информирует lezgisport.com. На проходящем турнире победил Даурен Куруглиев. Наш спортсмен выступал в весовой категории до 86 килограммов. Напомним, в прошлом году на этом же турнире Даурен Куруглиев уже становился победителем. Поздравляем Даурена с золотым дублем. На этом наш выпуск подошел к концу. Увидимся в следующем году. Всего доброго. Салам алейкум.